Вы готовы к увлекательному путешествию в мир детства? Давайте заглянем в веселый яркий детский сад Монтессори Аса Айса. Он работает по уникальной методике, основанной на идеях Марии Монтессори, которая уверяла, что каждый ребенок уникален и имеет право на индивидуальный подход к обучению. Миссия данной методики – создать среду, где дети могут исследовать, учиться и развиваться в своем темпе. Вся работа выстраивается с учетом того, чтобы ребенок выполнял сам уход за собой. Мы наблюдали это, когда дети утром заходили в класс, они сами раздеваются, сами одеваются, заходят в класс и выбирают себе деятельность. Конечно, многие путают. В целом, вокруг Монтессори подхода в нашей стране и в нашей республике существует много мифов. И некоторые из них развеялись, пока мы были в классе, потому что мы увидели организованную деятельность ребенка, которая связана скорее с тем, что он сам выбирает и свою траекторию развития, то есть выбирает тот или иной материал. Мы его не заставляем. И это на самом деле удивительно, что когда мы не навязываем ему волю, он все-таки имеет вот эту тенденцию к развитию. Это если у нас принято считать, что если мы не контролируем, не ведем сами ребенка, да, за ручку, взяв его по некоторым темам, по которым мы считаем сами, что он должен получить некоторое развитие. Но здесь даже и без того он может выбирать себе деятельность соответственно тому, в каком возрасте он пришел к нам в класс, какой у него сенситивный период развития. В саду дети сами выбирают, чем им заниматься в течение дня. Это может быть работа с учебными материалами, игры на свежем воздухе, творчество или исследование природы. Это помогает развить самостоятельность и уверенность в себе. Мы находимся в классе Монтессори для детей с 3 лет. И сейчас я расскажу о деятельности каждого ребенка в классе. Здесь у нас Хадижа, ей больше 4 лет, она нарезает бумагу. А здесь кулинария, у Айны они будут нарезать и чистить огурец. За этим столиком Дара собирает римскую арку. Здесь у нас Амина, ей больше 4 лет, она интересуется написанием. Ее интересует бумага, и в целом у нее наблюдается интерес к письму. Апти у полки собирает числовые штанги и будет исследовать начало математики. Рамзан, как пришел в класс, осваивает уже чтение, взяв отдельную книгу. Билал моет посуду, Сальма взяла чистку обуви, а кто-то еще берет нарезание яблока. Если ребенок пришел к нам в детский сад в возрасте 14 месяцев, мы принимаем детей 14 месяцев, то есть он может устойчиво ходить. Это самое первое условие приема в детский сад. Разумеется, есть еще пара других пунктов, но уже связанные с его уходом, то есть тем, что его дневной сон пришел к 1 разу в день, формирование здоровой привязанности с мамой. И когда он приходит в наш детский сад, он любит деятельность, то есть он любит заниматься всем тем, чем мы запрещаем ему заниматься дома. И это самый, наверное, главный пункт, по которому мы можем как-то сказать о процессе его развития и вообще о том, что мы будем видеть на выходе. Потому что тот ребенок, который не любит класс, не любит деятельность, иногда такое бывает, то ему сейчас нужен не сад, а может нужно поработать над другими процессами, которые происходят в его организме. Я называю это эндогенные факторы, когда ребенку может нужно
восполнить дефициты развития, поработать над здоровьем. Может, ему на самом деле сейчас чуть рано. Очень редко, но такое бывает в классе. Однако, несмотря на кажущуюся свободу, все материалы тщательно подобраны в соответствии с разработанным учебным планом. Пособия делают из натуральных материалов и максимально приближены к действительности. Они функциональны и практичны, изготавливаются в единственном экземпляре, чтобы ребенок научился договариваться с другими о том, что ему нужно, и смог терпеливо ожидать своей очереди. Детский сад по системе Монтессори мы для себя вывели такую формулу, что мы можем принимать детей только до 3 лет в класс, потому что когда приходит ребенок уже в возрасте 3 лет, уже многое упущено. То есть мы уже имеем дело с тем, что некоторые периоды развития его уже прошли, и он уже не может наиболее полно воспринимать информацию, которая есть у нас в классе. Материалы, которые используются, разработаны так, чтобы стимулировать детское восприятие и развитие навыков. Дети могут учиться через игру, что делает процесс более увлекательным и эффективным. В Питере находится фабрика, разрабатывающая Монтессори материалы, и сейчас я расскажу, как ребенок, освоив буквы на шершавом материале, который мы видели сейчас в классе, дальше сводит эти буквы в отдельные слова. Значит, вот алфавит, он называется подвижный алфавит, потому что мы двигаем буквы, да, когда выдаем эту презентацию. Значит, мы произносим ребенку, в данном случае ребенок это у нас вы, слово лук. Какая у нас первая буква? Лук. Л. У. Лук. То есть мы несколько раз произносим это слово. Это простые слова. Следующее слово может быть жук, сон. Вот такие вот простые, из 3 букв состоящие слова. И, разумеется, мы эту презентацию детям подаем очень медленно, много с ними разговариваем. И здесь есть предшествующая подготовка к этому упражнению. Это звуковые игры, мы много с ними разговариваем, мы подаем им много речевых карточек для того, чтобы ребенок в конце концов, где-то в возрасте около 5 лет, мог связывать эти звуки в отдельные слова. Воспитатель в Монтессори саду выполняет роль, значительно отличающуюся от традиционного воспитателя. Его основная задача – не учить напрямую, а создавать и поддерживать развивающую среду, в которой дети могут самостоятельно исследовать, учиться и развиваться в собственном темпе. В методике Монтессори нет такого понятия научения, то есть мы не ставим себе такую цель. Они это делают сами, но, разумеется, мы смотрим, что мы должны дать ребенку в тот или иной возрастной диапазон его развития. То есть мы смотрим, что в 5-летнем возрасте он все-таки должен заинтересоваться письмом и чтением, да? То есть что-то мы отслеживаем. Но в целом игра – это работа с материалом. Это сенсорная работа с материалом, и на этом основана вся среда. Важным аспектом подхода Монтессори является обучение сотрудничеству. В группе учатся дети разных возрастов, что способствует обмену знаниями и идеями. Также не забывают и о важности общения с родителями. Руководство активно взаимодействует с семьями, делится успехами детей и обсуждает их достижения, что создает единую команду, где родители и воспитатели работают вместе на благо ребенка. В первую очередь зиждется на активном слушании ребенка. То есть если ребенок подошел и что-то спрашивает, или вообще плачет, или задает какой-то вопрос, то взрослый должен оставить свою работу, развернуться к нему и послушать этого ребенка. То есть главное, чтобы ребенок понял, что его слышат, вообще слушает кто-то, да, и таким образом он успокаивается. В такой модели, максимально близко на той, которая максимально похожая на ту, которая есть в классе, придерживаться, если и дома, то это вообще дает хороший результат. Потому что когда дома одна модель, а здесь в классе другая модель, это, конечно, немного вводит такой в диссонанс, да, ребенка, он не знает, что делать. Такое тоже бывает. Но, как я уже сказала, когда ребенок приходит почти в 1,5 года в детский сад, то и работа с родителем уже на несколько лет сформированная дает уже к концу, например, к тем же 3 годам уже хороший результат.
Важной особенностью сада является, что детям предлагается обучение на 3 языках – русском, чеченском и английском. Это позволяет не только овладевать языковыми навыками, но и понимать и принимать различные культуры. Основной педагог класса говорит на русском языке, 2 ассистента говорят на чеченском языке, и еще 1 ассистент говорит только на английском языке. А здесь у нас представлены также соответствующие материалы по языку, материалы английского языка, материалы чеченского языка. А также мы выпустили в прошлом году мы выпустили 2 книги по чеченскому языку. Первая книга называется «Собери Беша Веду». Я иду в детский сад. И здесь примечательно то, что в книге детский сад по системе Монтессори. Именно для того, чтобы дети узнавали свой детский сад, свой класс. Вот вся деятельность, которая есть в классе, написана здесь, в этой книге. Darachka, what do you want? Let me make ponytail. Do you want ponytail? Yes? Okay, we will make it. Darachka, how was Alima? How was Alima? Is she sleepy? Dara, wake up. You want to sleep? Dara, wake up. Dara, wake up. Darachka, can you straight your back? Заведующая детским садом Амина делится, что путь ее начался с личного опыта. Она всегда была увлечена образованием и воспитанием детей, что в итоге привело ее к методике Монтессори. Работала в школе скорочтения. С плечами был еще 1 опыт нефтяного университета. Я долго работала там. Потом была школа скорочтения. И вообще скорочтение – это такая, скажем так, тренировка, да, всех когнитивных функций ребенка, его когнитивных потребностей, то есть слуховую память развить, зрительную память развить, чтение развить и так далее. И я понимала, я наблюдала в своей работе, что дети, которые приходят в возрасте 4 лет, вот в том же самом, да, возрасте, о котором мы говорили в классе и сейчас, они гораздо лучше усваивают чтение, чем чтение и письмо, чем 6-летка, которого нужно подготовить за 3 месяца к школе. И вот это было мне непонятно, почему так происходит. И у нас была такая маленькая памятка для педагогов. И там я вот читала, пыталась найти что-то там, что найдет объяснение этой вообще проблеме. И там была такая, помню, буквально пара предложений про то, что есть такая система Монтессори. Вот итальянка в 1907 рассказала миру о том, что у каждого ребенка есть сенситивный возраст, сенситивный период восприятия на информацию, что в 4 года он лучше усваивает письмо и чтение, чем в 6. И это было написано, сказано миру в 19 веке, но для меня это было еще там, очень странно. И вот я начала исследовать, и потом как-то сам с собой сложился фонд имени шейха Зайда, и экспериментально, можно сказать, появился вот такой детский сад. Невозможно сомневаться в данной методике, когда ты можешь наблюдать за увлекательной сценой, когда один маленький ребенок режет яблоко и делится, или же видишь картину, как один малыш в очереди за другим, чтобы положить себе обед. Задача детского сада Монтессори – помочь детям стать уверенными и независимыми личностями, готовые к дальнейшим образовательным вызовам и жизненным ситуациям. Это место, где воспитание и уважение к ребенку стоят на первом месте.